Центры публичной правовой информации, которые созданы были на базе публичных библиотек в Российской Федерации, сравнительно молодое подразделение и вообще направление работы. Эти центры были созданы порядка уже 25 лет назад на базе библиотек впервые. И этот опыт, который мы имеем сегодня, на мой взгляд, очень плодотворен. Это, во-первых. Во-вторых, высоко востребован населением, гражданами Российской Федерации. К сожалению, наверное, не все публичные центры правовой информации оправдали, может быть, в каких-то регионах, каких-то районах и населенных пунктах, выдержали вот это испытание временем, ввиду того, что это как раз из-за того, что новые направления, новые формы работы, а самое главное, партнерские связи, которые нарабатывала библиотека или не нарабатывала библиотека, именно это, на мой взгляд, и стало определяющим, почему в тех или иных библиотеках публичные центры правовой информации сохранились, а где-то, к сожалению, не сохранились. И вообще этот опыт работы, конечно, требует внимательного отношения, положительный опыт, внимательного рассмотрения для того, чтобы мы, посмотрев еще раз, выработали, может быть, новые формы, поучились друг у друга, переняли этот хороший опыт у наших уважаемых коллег. Я еще раз хочу вас, уважаемые коллеги, поприветствовать и пожелать успехов нашей онлайн-конференции. Спасибо. Я передаю слово для приветствия руководителю аппарата Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации Михаилу, Ассоциации юристов России Михаилу Александровичу Кузьмину. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники онлайн-конференции. Я всех рад приветствовать от имени Чувашского регионального отделения Ассоциации юристов России. Сегодня мы обсуждаем вопросы правового просвещения граждан, требования времени и альтернативные решения. Мне кажется, сегодняшняя тема онлайн-конференции, она очень актуальна, действительно очень остро стоит, и здорово то, что мы сегодня как раз обсуждаем именно на этой площадке эту тему, потому что сегодня вызов времени именно таков, и все прекрасно понимаем эти ковидные ограничения, когда многие сферы уходят в цифру, развиваются цифровые технологии, цифровые ресурсы. И, конечно же, здесь очень остро стоит вопрос об использовании этих сервисов, в том числе и в такой работе, как Роза Михайловна сказала, очень важной работе для работы с жителями. Это, конечно, вопрос о правопросвещении граждан. Многие, не секрет, что многие наши граждане, жители в условиях ковидных ограничений, они находятся в сложной ситуации, и здесь наша задача именно помочь через эти площадки, через интернет-ресурсы именно по правопросвещению населения. Наш небольшой опрос показал, что молодые люди от 18 до 35 лет, порядка 80%, они поддерживают проведение мероприятий по правовому просвещению именно в формате онлайн, то есть использование различных интернет-ресурсов, цифровых технологий. От 35 до 50 где-то наполовину разбились, поддерживают формат и онлайн, и офлайн. Люди с 50 до 70 лет, порядка 90%, они говорят о все-таки продолжении работы по правопросвещению, проведению встреч именно в режиме офлайн. То есть это говорит о чем? Такой маленький опрос говорит все-таки, что да, мы должны искать новые формы с учетом вызова времени, какие-то альтернативные варианты, но не забывать и о классических старых добрых наших форматах работы с населением. И это могу сказать, что ответственно, потому что Чувашское региональное отделение, мы имеем большой опыт работы с населением по правопросвещению. И хочу сказать, что в Чувашии у нас имеется хороший, уникальный опыт работы именно в сфере правового просвещения.
в том числе с использованием цифровых платформ, интернет-трансляций. И могу сказать, что еще на волне, первой волны ковидных этих ограничений мы одними из первых начали внедрять дистанционные формы работы с населением, в том числе оказание бесплатной юридической помощи и правового информирования граждан. Я вот вспоминаю сейчас год назад, и это использование почты электронной и телефонных средств связи для того, чтобы людям помогать в этих вот непростых условиях. Я хотел бы сказать о том, что действительно мы имеем большой опыт работы, и хотел поблагодарить прежде всего партнеров, это Национальная библиотека Чувашской Республики, с ее сотрудниками, команду Национальной библиотеки Чувашской Республики, с которой мы на протяжении уже многих лет реализуем различные проекты, в том числе по правовому просвещению граждан. Вот. И у нас есть достаточно хороший, накопленный, богатый опыт в этой сфере тоже, в том числе хотел бы отдельно выразить благодарность Центру публичной правовой информации за то, что мы активно взаимодействуем именно в проведении мероприятий. Буквально за последние годы у нас проведено более 50 различных мероприятий, правовых часов как в формате онлайн, так и офлайн. Вот. Активно помогает нам и прокуратура Чувашской Республики. Проводим правовые часы, встречи, вопросы правового информирования по самым различным актуальным сегодня вопросам. И эту работу мы будем продолжать. Я думаю, что сегодня в рамках конференции будут высказаны новые интересные какие-то проекты по именно работе сегодня новой формации, новых сегодня реалиях, с учетом ковидных ограничений. И я думаю, это будет интересно обменяться опытом. Вот. И я хотел бы всем пожелать здоровья, удачи, интересно всем работы. Вот. И в завершение своего выступления я хотел вручить благодарственное письмо Национальной библиотеки Чувашской Республики за большой вклад в правовое просвещение граждан. Позвольте мне вручить. Ольга Михайловна, спасибо за большую работу. Спасибо. Подводя, так сказать, преамбулу, я хочу, значит, резюмировать, что действительно развитие правового государства, формирование гражданского общества, расширение цифрового потребления и взаимодействия с органами власти и социально ориентированными структурами требует от граждан высокой правовой культуры, гражданской активности, цифровой грамотности, без которых не могут быть реализованы базовые ценности и принципы жизни общества. Современные социально-технические преобразования требуют и от нас каких-то новых решений, альтернативных, в частности, ставят перед нами, перед всем библиотечным сообществом новые задачи. Хочу также уточнить, что к нашей конференции проявили интерес, зарегистрировались 151 человек из города Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ульяновска, Кирова, Тамбова, Архангельской области, а также из Чувашии. Это национальная библиотека, центральные городские и районные муниципальные библиотеки, сельские библиотеки, преподаватели и студенты Чувашского государственного университета имени Ульянова. Итак, мы начинаем. Я буквально счастлива представить всем нам, первое слово предоставить Эмме Альбертовне Восконян, заведующей отделом официальных и нормативных изданий Российской государственной библиотеки, директору некоммерческого партнерства Межрегиональное объединение публичных центров правовой информации, город Москва. Эмма Альбертовна, я объявляю вашу тему «Тенденции развития публичных центров правовой информации при общедоступных библиотеках». Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо организаторам конференции за приглашение. Давно уже не собирался такой большой форум, и 151 участник. Действительно, межрегиональная крупная конференция. Так, мой доклад называется «Тенденции развития публичных центров правовой информации». Ну, сейчас как бы тенденции еще
намечаются, поскольку вот эти 2 года пандемийные у нас прошли в очень таком бурном развитии виртуальных наших всевозможных сервисов, я попробовала проанализировать те вот конференции, к которым я подключалась, какие-то материалы, которые были опубликованы, и, основываясь на опыте нашей библиотеки, может быть, попробую как-то их собрать и назвать. Но сначала я хочу перейти опять к тому, чем мы занимаемся, и еще раз напомнить о том, что мы работаем все с вами в программе создания общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек. И за эти 25 лет работы наших центров мы имели большое количество координаторов этой программы, и прежде всего Федеральное агентство правительственной связи, которое было преобразовано в спецсвязь России в 2003 году, и сейчас работает в рамках Федеральной службы охраны. Спецсвязь России ведет официальный интернет-портал правовой информации, которым все центры правовой информации пользуются, а также активную работу по практике использования этого портала, проводят много занятий, в том числе и в библиотеках, в публичных центрах, по методике работы с правовыми документами. Министерство культуры сейчас несколько ослабило внимание к нашей программе, но в определенные моменты мы также обращаемся к ним за помощью. Российский фонд правовых реформ, к сожалению, был ликвидирован в свое время, и работу Российского фонда правовых реформ подхватила Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Где-то с 2003 года этот Российский комитет довольно-таки часто обращается к работе центров правовой информации, и аналитики, которые в штате этого Российского комитета программы ЮНЕСКО несколько раз анализировали и публиковали аналитические доклады о работе нашей сети, поскольку страна у нас огромная и очень много творческих людей. РГБ и РНБ, как федеральные библиотеки, тоже по мере сил и возможностей пытаются поддерживать работу программы общероссийской, но как самую главную тенденцию в развитии публичных центров правовой информации я хотела бы отметить то, что практически сейчас вся работа и методическое руководство, и создание новых творческих лабораторий, новых творческих идей перешли в регионы наши российские. И возглавляет всю эту работу Центральные библиотеки регионов Российской Федерации. Вы прекрасно знаете, какие полномасштабные сетевые проекты осуществляют наши регионы, естественно, и Чувашская, и Челябинская очень активная область работает, Кемеровская. И руководство их сетями как центров правовой информации, которые существуют в этих регионах, осуществляется полностью центральными библиотеками регионов. Как еще одну тенденцию можно, вот даже наша конференция, примеры этого объединения регионов, близлежащих регионов, там северные, западные, южный, центральный федеральный округ. Вот как один из последних примеров, библиотека Маяковского, городская библиотека Санкт-Петербурга, которая взяла на себя практически методическое, творческое руководство всеми центрами правовой информации северо-запада, проводит великолепные конференции, в том числе и по правовому просвещению. Когда я анализировала итоги конференции, документы, в общем, порядка 46 субъектов Российской Федерации участвуют в таких конференциях и имеют на базе своих центральных библиотек методические центры по работе со своими достаточно большими сетями. Дальше мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что задачи вот координаторов программы
региональные и центральные библиотеки и РГБ и РНБ по мере возможности стараются поддерживать отношения сотрудничества и взаимодействия, а также накопление, анализ, систематизацию и обобщение информации о деятельности ПЦП. И, конечно, нам тоже трудно работать. У нас в штате уже давно нет отдельно выделенных людей для этой работы. Ну, по мере возможности мы стараемся как-то мониторить это развитие наших центров правовой информации. И обмен оперативной информацией, которая была бы полезна для развития центров, конечно, в основном происходит сейчас вот на таких вот конференциях виртуальных. Еще раз хотела бы напомнить о том, что очень важно для нас, для всех центров, кто продолжает работать на пространстве Российской Федерации, это то, что у нас единые партнеры по доступу к правовой информации. Здесь вот на сайте я обозначила, это Спецсвязь России, Гарант, Консультант, Кодекс и те региональные тоже правовые системы, которые существуют в регионах. И это очень важно, что мы работаем с вами на единой юридической платформе, потому что вот эти крупные базы, консультант, гарант, которыми мы пользуемся, дает нам возможность единой методики поиска документа, предоставления документа, где-то в каких-то случаях даже и комментарии документа, и надеюсь, что мы будем продолжать работать с ними совместно. Никто из них не отказывается от работы в нашей программе, и большое количество библиотек, Консультант Плюс недавно подводил итоги, от 1200 до 1500 библиотек получают полную базу Консультант Плюс бесплатно. Кроме того, в сети интернет, например, Гарант выставляет большую часть бесплатно абсолютно своих продуктов. А продукты их замечательные именно тем, что это не просто правовой документ, но это и вся история, и комментарии, отсылки и так далее. Если говорить о количественных характеристиках, сейчас у нас, ну, это по подсчетам специалистов спецсвязи России, функционирует порядка 80 тысяч центров общественного доступа и различных центров правовой информации. Вот. На базе библиотек и учебных заведений, по их подсчетам, порядка 12 тысяч центров. Значит, только на базе библиотек, вот наших общедоступных публичных библиотек, где-то порядка 5000 центров. Это по подсчетам специалистов спецсвязи России. Ведомственная принадлежность, вот здесь я обозначила, тоже очень широко представлена, вот, но, конечно, наибольшее количество публичных центров все-таки на базе библиотек работает, и кроме того, они характеризуются тем, что они рассказывают о своей работе, и можно очень много почитать, порядка 1000 публикаций существует сейчас вот уже и в печатном виде, и в электронном, которые обобщают опыт работы центров правовой информации. Поэтому в основном мы всегда говорим о центрах правовой информации на базе библиотек и анализируем как бы их работу. Теперь, если о видах говорить центров правовой информации, то где-то, мне кажется, вот так сейчас 2 таких крупных блока можно выделить. Это публичные центры правовой информации со всевозможными названиями. Где-то, я не знаю, до 30, наверное, всевозможных названий. Вот здесь вот немножко я обозначила, какие встречаются. Вот. И есть такие центры общественного доступа, которые одно время очень активно открывали, особенно в отдаленных регионах России, там, которые, к сожалению, мало пишут, но они стремятся тоже стать центрами правовой информации. И вот у нас, конечно, в России немножечко ничего не доводится до конца. Начали раздавать в свое время сертификаты и различные сертификаты, сертификации этих центров. Но так вот, в принципе, вот
программа ЮНЕСКО «Информация для всех», они очень активно раздавали эти сертификаты, но, в принципе, очень небольшой процент, получается, центров их получили. Нет, конечно, сейчас такого координирующего звена, который имел бы свободных специалистов для унификации и сертификации всех этих структур, которые мы насоздавали в библиотеках. Но, в принципе, в основном это центры правовой информации с различными какими-то своими тематическими отдельными направлениями. Кто в сторону экологии, кто в сторону там, потребительского права. И вот это я уже сказала, что самая главная тенденция, я считаю, конечно, то, что развитие сети перешло в регионы. И методическое руководство тоже перешло в эти регионы. И сейчас наша задача, конечно, поддерживать вот эти наши региональные сети. Вот из этих тенденций, которые я постаралась написать, мне кажется, одной из важнейших тенденций последних лет было активное участие Центров правовой информации, развитие ими социального партнерства. Вот представитель сегодня Ассоциации юристов России у вас сегодня, ваш региональный был. И на каждой конференции мы встречаем работу представителей в тех публикациях, которые мы читаем, и в тех выступлениях, которые мы слушаем, тоже руководители центров отмечают огромное, до 30 человек отмечают количество партнеров, с которыми они активно работают. Причем это не партнеры для галочки, а именно партнеры, которые занимаются этой тематикой. И в этом партнерстве усиление роли центров правовой информации. Второе, может быть, такая тенденция, которую можно назвать, это те библиотеки, в которых есть центры правовой информации. Я совершенно не отрицаю роль тех библиотек, которые не имеют центров правовой информации. Все из них так или иначе занимаются предоставлением правовой информации. Вот в этих библиотеках очень сильна социализирующая роль библиотек. И центры правовой информации активно работают не только по предоставлению информации, там, по правовому просвещению, они очень много работают с социально незащищенными слоями населения и выработали уже определенные приемы для работы с этими категориями граждан. Еще одной тенденцией можно назвать объединение информационных ресурсов. Я уже сказала, что мы работаем с вами на очень качественных ресурсах, которые гарант и консультант нам предоставляет, и Федеральная служба охраны на интернет-портале, официальном интернет-портале. Кроме того, сейчас очень многие библиотеки подключены к ресурсам, в том числе и правовым Российской государственной библиотеки. Мы в этом году стараемся дореволюционный блок права вывести в Национальную электронную библиотеку. Сейчас вот полное собрание законов выставлено полностью, и дальше мы будем продолжать свод законов, там собрание узаконений, вот этот дореволюционный блок. И потом приступим к крупной оцифровке советских источников права. Очень активно работает президентская библиотека. Вы все знаете, что она развивает центры удаленного доступа к ресурсам президентской библиотеки. Уже общепризнано, что подключение к этим ресурсам очень важно для библиотек. И во многих библиотеках центры правовой информации и ресурсы президентской библиотеки объединены даже в одном помещении. Вот. В области правового просвещения, о правовом просвещении центров наших и вообще библиотек, как они работают, написано очень много и сделано очень много, очень интересный опыт уже существует. И намечается тенденция перехода от отдельных мероприятий к созданию таких долгосрочных программ. И если в регионах создаются такие большие долгосрочные программы, то центры правовой информации в них
задействованы и обозначены. Это тоже очень хорошая тенденция. Ну, а визуализации деятельности, там всевозможные виртуальные тренинги, приемные, виртуальная справка, это уже как бы стало почти общим местом за эти годы. Работаем в соцсетях, в чатах, объединения всевозможные. Это тоже можно назвать как такой положительной тенденцией. И электронные образовательные проекты. Сейчас многие учебные заведения работают в удаленном режиме, и должна сказать, что, по крайней мере, вот специалистов нашей библиотеки довольно часто приглашают с просьбой выступить, рассказать, поскольку они не могут прийти непосредственно в Центр правовой информации, мы рассказываем виртуально студентам о том, какие у нас есть источники правовой информации, как ими пользоваться, особенно в области вот международного права. Так что многие центры правовой информации, и РНБ тоже, участвуют в электронных образовательных проектах учебных заведений. Это дело мы должны расширять, потому что у нас есть огромный опыт. Вот. И как последнюю тенденцию, может быть, я хотела бы назвать, она как-то у нас такие довольно-таки большие дискуссии были в библиотеках, а вообще нужно ли в РГБ иметь Центр правовой информации, ну, мы его отстояли, вот. И должна сказать, что мы сами себя, вот центры, мы уже чувствуем, что мы не просто участники программы там, по ЦПИ, которая была в свое время введена, даже, можно сказать, сверху, вот. А теперь центры правовой информации как отделы, как отдельные структуры, или как даже если внутри справочно-библиографического отдела они работают, они превратились в обычную функциональную библиотеку, они ведут обычную функциональную библиотечную деятельность. Значит, предоставление правовой информации плюс все, что еще делают центры. Вот можно сказать, что вот такая вот такое у нас уже пошло движение дальше. И вот и в области социального партнерства я говорила в общем, но мне хотелось бы особенно остановиться, помимо работы с Ассоциацией юристов России, хотела бы особо остановиться на важности партнерства с уполномоченным по правам человека. После прихода Татьяны Николаевны Москальковой очень усилилась роль уполномоченных по правам человека и федерального значения, и в регионах. Они работают очень слаженно, работают большой командой, и все центры правовой информации работают вместе с аппаратом уполномоченного, и когда это происходит в сочетании даже нескольких государственных общественных организаций, когда проводится какая-то программа, мероприятие, это очень важно. Вот и я хотела бы сказать в конце о том, что существует несколько всероссийских и международных конкурсов. Помимо тех конкурсов, в которых участвуют центры внутри своих регионов, я всех приглашаю участвовать во всероссийском конкурсе аппарата уполномоченного по инновационным технологиям. Мы сами в жюри этого конкурса, поэтому центры правовой информации там имеют, так сказать, зеленый свет. И есть еще такой международный конкурс «Правовая культура. Основы гармоничного развития личности». В этом конкурсе принимают активное участие студенты юридических факультетов и стали присылать свои работы и представители центров правовой информации. Так что это тоже какое-то такое вот будет для нас объединяющее значение. Спасибо большое за внимание. Несколько картиночек нашего центра. И спасибо. Вот это наш международный, мы приглашаем все время студентов. Вот мои координаты. Спасибо. Эмма Альбертовна, большое вам спасибо за содержательные сообщения, обзор работы Центров правовой информации. В 2021 году Национальная библиотека Чувашской Республики отмечает свой юбилей полуторавековой. Нам исполнилось 150 лет, и в рамках юбилейных мероприятий мы подружились с библиотекой, Центральной библиотекой имени Льва Толстого города Севастополя. Завязались дружеские отношения, какие-то беседы, планы, мероприятия. Мы заключили соглашение о взаимном сотрудничестве. И вот первое, как бы, такое реализация программы этого сотрудничества
выступление в рамках нашей конференции. Я с радостью предоставляю слово Наталье Александровне Саглаевой. Немножечко дам тоже пояснение. Она сама преподаватель, юрист, доцент кафедры правовых дисциплин, готовит будущих юристов, читает им гражданское право, арбитражный процесс, римское право, то есть фундаментальные дисциплины юстиции. И с ноября 2020 года работает в Центре правовой информации Центральной городской библиотеки города Севастополя имени Льва Толстого. Как написано в одной из статей, хрупкая женщина с добрым сердцем и несгибаемым характером. Проект о Наталье Александровне нам много рассказывала Елена Анатольевна Волкова, директор библиотеки Толстого. Я, пользуясь случаем, передаю ей горячий привет из Чувашии от всех нас, от работников Национальной библиотеки. И даю слово Наталье Александровне. Тема ее выступления – проект «Правосфера» и другие просветительские инициативы библиотеки имени Толстого города Севастополя. Наталья Александровна, вам слово. Коллеги, очень благодарны вам за приглашение. Очень рада участвовать в таком прекрасном мероприятии, очень важном, своевременном. Елена Анатольевна Волкова также передает всем привет, благодарность. Ну и, конечно, переходим к нашему докладу. Он у нас посвящен наиболее интересным формам просветительской правовой работы с населением. Это те формы, которые мы используем в нашей работе, в работе нашего Центра правовой информации Центральной городской библиотеки. Мы сейчас перейдем к презентации, чтобы наглядно показать всю ту работу, которую мы уже реализуем. Как я уже сказала, мы запустили несколько, на наш взгляд, интересных просветительских проектов, направленных на усиление юридической грамотности молодежи и взрослых жителей Севастополя. И вот хотелось бы рассказать о них. Проект «Правосфера» и другие просветительские инициативы нашего Центра правовой информации. Значит, прежде всего, хотелось бы остановиться на правосфере. В общем-то, это достаточно молодой проект. Он у нас стартовал в апреле 2021 года. Смысл этого проекта заключается в том, что он объединяет в себе несколько таких лекционных курсов, направленных на правовое просвещение граждан. Ну, миссия проекта, она высокая, это содействие формированию высокой правовой культуры общества. Автор, лектор курсов правосферы – это я, поскольку у меня есть юридическое образование, оконченное с отличием аспирантура и, конечно, преподавательский опыт в высшем учебном заведении. И вот один из первых курсов, который разработан, это универсальный курс юридических знаний. Я во время своей преподавательской деятельности и работы практикующего юриста, ну и, конечно, все мы понимаем, что у общества, у каждого человека есть большая потребность в глубоких, таких достоверных юридических знаниях. И вот мне показалось, что вот просто начитка каких-то знаний, да, допустим, там из сферы семейного права, гражданского, уголовного, она, конечно, необходима и важна, но все-таки важна также база, вот этот фундамент ориентирования в каких-то универсальных алгоритмах юридического мышления. Прежде всего, речь идет, конечно, о каких-то самых таких основных категориях юриспруденции, о том, например, что такое правоотношение, как оно возникает, что такое юридические факты, почему важна конкретность юридического мышления, какие виды этих правоотношений существуют, что такое правовая ответственность и так далее. И мне кажется, что наряду с знанием вот этих основополагающих таких моментов юридических, также каждому из нас, каждому человеку, даже не юристу,
важно ориентироваться в правовой информации как таковой, вообще понимать, что такое источник права, что такое достоверная правовая информация, как ее искать. И, конечно, я прекрасно понимаю, что очень часто люди, вот даже мои студенты юридического факультета, существует некий барьер углубления в эту массу нормативно-правовых актов и просто, скажем, доктринальных источников. И вот я подумала, что было бы неплохо учить людей именно вот этим универсальным алгоритмам юридического мышления и прежде всего практической работе с нормативно-правовыми актами. Ведь конкретность юридического мышления, она заключается в том, что мы можем оперировать этими нормами, знаем, где их найти, можем их читать, можем их анализировать. Человек не юрист, даже сталкиваясь с необходимостью взаимодействия с представителем, с адвокатом, с юристом, ему тоже необходимы вот эти основы определения того, с кем он имеет дело, с добросовестным, грамотным ли юристом, какие вопросы ему поставить, как контролировать ход ведения его дела и так далее. То есть вот первый такой блок, который реализуется в рамках нашего проекта «Правосфера», это вот этот универсальный курс юридических знаний. Мы их читаем и для молодежи, и для взрослых. Ну, в основном, конечно, для взрослых людей. В частности, например, мы взаимодействуем с территориальным отделением уголовно-исполнительной инспекции города Севастополя. И мне кажется, что вот эти знания, они людям нужны. Многие благодарят по окончанию этого курса за то, что мы их просвещаем. А следующий такой курс, который читаем в рамках проекта «Правосфера», это юридический курс для школьников. То есть такая целевая аудитория конкретная. Готовим их к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию, именно раздел правоведения. Тоже очень благодарная такая целевая аудитория, очень внимательно всегда слушают, потому что у них тоже существует такая острая потребность в овладении этими знаниями. Хочу сказать, что вот в месяц слушателями нашими становится более 150 человек. И третий такой вид мероприятия, проводимых правосферой, это лекция-интенсив, универсальные юридические знания. Если сначала я говорила о том, что у нас есть курс, он состоит из ряда занятий, то вот эта лекция-интенсив, она посвящена тому, что слушатели получают наиболее важные, такие фундаментальные вещи из сферы практической юриспруденции. Это что касается правосферы. Далее хотелось бы рассказать вам еще об одном нашем проекте. Он связан с комиксами и с таким жанром, как юридические комиксы. Вот юридические комиксы, они достаточно еще не распространены в России. Мы, Центр правовой информации, начал эту работу с тем, чтобы передавать важнейшие юридические знания, вот эти сложные, серьезные такие знания в форме художественных произведений, именно в форме комиксов. И вот, как видите на картинке, это некоторые иллюстрации из нашего комикса «Нескучная юриспруденция». Рисует эти комиксы наш художник-комиксист Алексей Никитин. У него очень богатая библиография. Он работает в нашей библиотечной системе. И, соответственно, мы подали заявку для участия в конкурсе Фонда президентских грантов вот в октябре этого года. Наш проект называется «Развивающий молодежный must-have проект «Нескучная юриспруденция. Правовые знания в комиксах». И для того, чтобы было понятно экспертам, и для того, чтобы заложить некоторые основы нашей дальнейшей работы с молодежью, вот мною и Алексеем Никитиным был создан вот такой вот комикс, его, скажем так, вступление в форме художественного произведения с интересными персонажами. Мы именно говорим о вот этом алгоритме юридического мышления. То есть мы говорим о том, что такое источники права, что такое нормативно-правовые акты, как их искать, говорим о важнейших категориях правовых. И все это, конечно,
упаковано в интересную художественную историю. То есть нам не хотелось просто иллюстрировать нормативно-правовые акты, потому что мы понимаем, что с учетом того, что молодежь сталкивается с огромным числом, да, количеством информации, тем более юридическая информация, она сложная, нам хотелось сделать этот комикс для молодежи привлекательным, да и не только для молодежи, чтобы любому взрослому было интересно, чтобы он сначала увлекся самим сюжетом и в то же время получил вот эти важные правовые основы. Далее, это что касается нескучной юриспруденции, поданной нами на конкурс Фонда президентских грантов. Кроме того, думаем, что уже в декабре у нас стартует еще один проект, связанный с юридическими комиксами, называется «Сюрреальные комиксы». Здесь также работа моя и Алексея, сценарии мои Алексей рисует. В то же время привлекаем к изображению этих комиксов мини-комиксы для размещения в соцсетях, прежде всего в Инстаграме и во ВКонтакте. Мини-юридические комиксы направлены на изображение каких-то распространенных, интересных юридических ситуаций или юридических анекдотов, вот как вы видите на картинке. И в посте мы предоставляем юридический комментарий этой ситуации. Ну, вот основная, конечно, цель этой работы – это прежде всего правовое просвещение. Кроме того, формат онлайн на случай всяких локдаунов, карантинов, ну и просто с учетом такой цифровизации общественных отношений. Так что думаем, что в декабре мы уже все это запустим. Вот. Ну и еще хотелось бы рассказать о таком нашем опыте. Проект правовых моделирующих спектаклей. В апреле этого года, во время Библионочи, провели моделирующий спектакль-комедию «Путевка на Марс». Помогала в этой постановке актриса Мария Николаевна Новак. Это такой комик-жанр. И рассказывали людям, вовлекали их в это представление о том, как туристы купили путевки на Марс и, собственно, как они столкнулись с недобросовестным контрагентом, туроператором. И, опять же, в такой легкой игровой развлекательной манере поговорили, передали слушателям тоже, на наш взгляд, нужную, важную информацию о том, каковы все-таки правила юридической безопасности туристов, ну и, может быть, какие-то правила гражданско-правовой безопасности. Ну, вот такой наш опыт, коллеги. Очень благодарим вас за участие. Надеемся на продолжение вот такого сотрудничества в форме и конференций, и каких-то иных проектов, всегда открыты к взаимодействию. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Наталья Александровна. Мы тоже очень-очень хотим с вами укрепить сотрудничество и придумать что-нибудь совместное. Мы тоже любим театр, у нас тоже есть партнеры из театральной среды, и это было бы здорово, если бы мы что-то придумали творческое, креативное сообща. Елена Владимировна, будем думать. Да, спасибо большое. Спасибо. Попрошу других выступающих соблюдать регламент. Я предоставляю слово для выступления следующему нашему участнику, спикеру. Но прежде тоже немножко предварю свое сообщение тем, что город Санкт-Петербург – это своего рода наша путеводная звезда, во главе которой Центральная городская публичная библиотека имени Маяковского, где мы всегда следим за работой правового центра, участвуем в конференциях, которые проводит эта библиотека. Пользуясь случаем, хочу попросить передать большой привет и поздравления с юбилеем директору библиотеки имени Маяковского Зое Васильевне Чаловой. В городе Санкт-Петербурге есть необычный ЦБС Московского района.
в структуре которой есть библиотека друзей, библиотека с выставочным залом, библиотека-музей книги блокадного города, детские библиотеки «Спутник», «Орбита», «Планетарий», а также библиотека роста и карьеры, библиотека правовой и экономической информации. Вот такая необычная структура. И сегодня перед нами выступят сотрудники. Я не знаю, как вы распределитесь, но я представлю всех. Это заведующая отделом обслуживания Макеева Вера Николаевна, библиотекарь Кузнецов Александр Олегович, библиотекарь Малышева Светлана Александровна. Они работают в библиотеке правовой и экономической информации, и тема их сообщения – правовое воспитание и просвещение пользователей публичной библиотеки, новые подходы. Вам слово. Добрый день, коллеги. Выступаю я одна, Светлана Александровна. Мои коллеги, у них немножко другой график и другой режим, поэтому я представляю всю нашу правовую программу. К сожалению, наша тенденция такова, что мы должны воспитать правовое сознание и сформировать правовую культуру среди молодежи. Это самая наша целевая аудитория. И как раз в рамках проекта «Слово закона» была обновлена и разработана программа, направленная на правовое просвещение. В связи с тем, что появляются новые профессии, новые тенденции в интернет-среде, мы стали уже изучать потребности молодежи и сталкиваемся с тем, что профессия блогера, она не защищена в правовом аспекте. С точки зрения и самих блогеров, которые начинают вести свой канал, мы решили обновить программу именно с этой целью. Создав программу «Блогер по ту сторону камеры», так как за высказывания в соцсетях участники и кто ведет блог могут получить какое-то наказание вплоть до уголовного. Но у нас не только именно проект как связанные с новыми профессиями. Также мы охватываем основные аспекты права конституционное, права потребителей. Все это мы делаем на практическом опыте, так как все имеют сотрудники вышеназванные юридическое образование, небольшой опыт работы, практикующие юристы, постоянное повышение квалификации, так как не только нужны правовые знания, но и психология, и педагогика. Соответственно, мы еще добавили в нашу программу юридическую психологию, потому что нельзя рассматривать какие-то нарушения, допустим, коррупционные правонарушения, те же самые мошенничества без психологии. И чем больше мы рассказываем детям о причинах поступка, о психологии, тем более понятны и правовые аспекты. И это самое главное. Дети вот с нами больше делятся опытом, уже задают вопросы по семейному законодательству, там, в случае развода родителей и так далее. То есть мы считаем, что мы практически выполняем полностью миссию, и наша цель практически реализована. В том году мы наладили партнерство с городским судом Санкт-Петербурга и северо-западным отделением Банка России. Партнерство происходит в сфере экскурсий, то есть суд и банк организовывают для участников мероприятий экскурсии, а также проводят для нас мероприятия на базе нашей библиотеки. По наиболее актуальным мероприятиям, которые затрагивают антинаркотический месячник и месячник правовых знаний, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Это ноябрь-декабрь, май-июнь. Ну и практически целый учебный год мы выходим на площадки образовательных учреждений с различными лекционными материалами, но в то же время и на нашей площадке проводят различные мероприятия и для учащихся, да, для организованной группы, и для читателей библиотеки, игры, викторины правового характера, то есть в более легкой такой форме люди познают основы права. К сожалению, нам не хватает финансирования, и в чем же заключаются новые подходы? Это как раз развитие уровня юридической консультации. На данный момент у нас проходит 2 раза в месяц устная юридическая консультация. К сожалению, не помощь, так как юридическую помощь могут получить только льготные, социально незащищенные категории граждан,
и не все читатели являются и могут попасть в эту категорию. Соответственно, у нас все это ограничивается устной консультацией до 15 минут. Дальше читатель и человек не понимает, что делать ему со всей этой консультацией, он не понимает, что ему делать там ссылками на федеральные законы или какие-то другие нормативные документы. То есть чаще всего нужна сопровождение, юридическое сопровождение, составление первичной документации хотя бы, чтобы уже с какой-то жалобой, с какой-то претензией, в том числе и с исковым заявлением, граждане могли обращаться в суд. Но, к сожалению, для этого нужна и партнерская база, и материальная база. Сейчас мы налаживаем партнерство как раз с юридическими клиниками, которые готовы нам оказать такое содействие. Может быть, не чаще раза в месяц, но тем не менее дать направление и взять документы в оборот, чтобы помочь гражданам. Для пожилых граждан, которые осваивают век информационной технологий, цифровой грамотности, у нас разработана программа «Основы цифровой грамотности», где также наши партнеры рассказывают о пользовании платежей, системы быстрых платежей, по интернет-покупкам, по всей вот цифровой экономике. С нашей стороны также мы рассказываем, просвещаем о государственных порталах, госуслуги, Федеральная налоговая служба и о цифровых сервисах жителей для Петербурга. И вся эта работа, конечно же, дает нужный результат. Если есть вопросы, задавайте, но я заканчиваю. Большое спасибо. Очень интересное сообщение. Петербург, как всегда, самый креативный. Впрочем, как Севастополь тоже. Большое вам спасибо. Я изучила ваше сообщение, которое вы прислали, и вот просто восхищение. Вот, и это будет опубликовано. Я надеюсь, все ознакомятся с вашим опытом работы. Большое вам спасибо. Спасибо. А мы переходим к следующей программе, нашей программе. И я также с удовольствием предоставляю слово нашим добрым друзьям, партнерам. Это сотрудники, научные сотрудники Чувашского государственного университета имени Ульянова, декан юридического факультета Иванова Елена Витальевна и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Надежда Владиславовна Семенова. В этом году юридический факультет отмечает 30 лет со дня своего создания. Очень много юристов получили образование юридическое именно вот в этом вузе. И мы вместе с ЧГУ гордимся этим фактом. И с удовольствием предоставляем слово. Темой выступления инициативы юридического факультета ЧГУ имени Ульянова в помощь образованию и профориентации. Вам слово. Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемые организаторы конференции. От лица юридического факультета приветствую вас и хочу выразить слова благодарности за предоставленную возможность участвовать в столь интересном мероприятии, за возможность узнать о новом опыте, очень интересный действительно опыт Севастополя и Санкт-Петербурга, ну и, конечно, за возможность поделиться своим опытом. Мы с Надеждой Владиславовной сегодня будем выступать вдвоем, представлять опыт нашего факультета, но уже прозвучавшие тезисы докладчиков подтверждают то, что на сегодняшний день мы видим высокий запрос как со стороны государства, общества, так и граждан, независимо от их возрастных категорий, на правовое просвещение. Ему отводится особую роль в силу того, что правовое просвещение выполняет, конечно, функцию профилактики правонарушений и формирует правовое сознание граждан. Надежда Владиславовна, следующий слайд. Об особой значимости правового просвещения свидетельствуют, уважаемые участники конференции, тот факт, что и правовое просвещение, и просветительская деятельность сегодня являются объектами правового регулирования, и их определение дано в федеральном законодательстве, в федеральном законе об образовании. Безусловно,
специальным субъектом, да, общественных отношений являются несовершеннолетние, перед которыми ежедневно стоит и выбор, и вызов, как же себя повести в конкретной ситуации. Все мы с вами прекрасно понимаем специфику этого возраста. Это и особый психофизиологический статус, и незрелость несовершеннолетних. Может быть, поэтому это является одной из причин того, что среди несовершеннолетних сегодня очень распространены такие негативные явления, как буллинг, троллинг, колумбайн. Все мы с вами слышим о том, что несовершеннолетние становятся активными участниками суицидальных квестов, протестных акций, флешмобов. Конечно, и юридическое сообщество, и общество в целом нацелено на то, чтобы максимально противодействовать, да, вот таким негативным проявлениям и сформировать эффективную систему правового просвещения в этой сфере. Подобную же задачу мы поставили у себя на факультете, задачу сформировать эффективную модель правового просвещения. Ну и, соответственно, мы, являясь участниками образовательного процесса, поставили задачу сформировать эффективную модель юридического образования. Какие ориентиры в сфере правового просвещения для нас были важны? Это, конечно же, формирование комплексных представлений и знаний о праве и правовом поведении, а в сфере юридического образования ориентирами для нас стали ранняя профориентация, юридическое клиническое образование, формирование индивидуальной образовательной траектории и, конечно, практических навыков и умений. Говоря о ранней профориентации, скажу, что мы ей уделяем особое внимание, поскольку и участники конференции, представители вузов, думаю, присоединятся к нашей позиции. Мотивированный абитуриент очень важен для своей профессии в дальнейшем. Да? Что означает мотивация абитуриента? Он выбирает не просто юридическую профессию, а он очень четко представляет вот в том спектре, да, юридических профессий, а это исследователи, адвокаты, нотариусы, судья и корпоративный юрист, он четко видит свою миссию. Видя свою миссию, он успешно воспользуется теми возможностями, которые сегодня дают образовательные учреждения. И в данном случае я говорю о возможности формирования студентами индивидуальной образовательной траектории, то есть выбора тех дисциплин, которые будут ему необходимы для формирования навыков той конкретной профессии, которую он выберет в дальнейшем. Наиболее востребованы сегодня, да, у юристов, студентов-юристов, выпускников юридических факультетов, безусловно, практические навыки. И хорошо себя зарекомендовали в этой связи различные проекты и различные формы проектного обучения. И вот мы сегодня презентуем один из таких проектов. Это проект «Живое право». Надежда Владиславовна, пожалуйста, вам слово, как организатору этого проекта, который реализовал его успешно во многих школах нашего города и нашей республики. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать. И, конечно же, да, я также присоединяюсь к словам Елены Витальевны о том, что действительно сама работа по правовому просвещению, она чрезвычайно важна, она актуальна. И, как показывает, в общем-то, практика, действительно, вот все, кто мы сегодня собрались, мы это понимаем и реализуем, что действительно старыми традиционными скучными методами уже невозможно проводить работу, связанную просветительскую работу, да, и поэтому, конечно же, именно использование различных интерактивных методик позволяет добиться более эффективных результатов.
соответственно, проектная работа по правовому просвещению у нас уже идет несколько лет, и поэтому, соответственно, у нас уже достаточно, скажем, апробированные методики и технологии, и, с другой стороны, мы стараемся каждый год, скажем, эту работу сделать более эффективной, но как бы ни было, вот как показывает практика, особенно когда мы говорим о студентах, юристах, будущих юристах, да, все равно нашим студентам, будущим юристам не хватает вот как раз-то развития коммуникативных навыков общения, навыков презентации, потому что не всегда на наших, скажем, традиционных аудиторных или внеаудиторных занятиях они это могут, соответственно, нарабатывать, да, поэтому вот как раз-то, когда они начинают, соответственно, выбирают тему, начинают выбора темы до реализации своего проекта, да, они, соответственно, во-первых, они изучают вообще саму проектную работу, сами этапы, знакомятся с ними, да, ну и, во-вторых, когда они видят свой результат, то, соответственно, еще не было ни разу такого, скажем, мнения о том, что им не понравилось. То есть, на самом деле, да, действительно, студенты разные, могут быть они несколько, скажем, критично относятся, то есть некоторые скажут, ну зачем это нам, то есть такие тоже, может быть, есть, да, но в целом, когда они уже проводят вот эти занятия, обязательное условие проведения занятий – это использование интерактивных методик, то есть, соответственно, поэтому мы проводим тренинги сначала по изучению этих интерактивных методик. Дело в том, что у нас есть предмет юридическая клиника, то есть я веду дисциплину юридическая клиника, и, конечно же, в рамках этой дисциплины какие-то тренинги, изучение этих методов в том числе, ну, в рамках даже занятий мы можем себе позволить. И вот, соответственно, вот здесь вот если посмотреть тематику занятий, то темы занятий тоже мы стараемся выбирать, исходя из, то есть сначала проводим мозговой штурм со студентами, потом у нас в этом году мы проводили даже анкетирование, онлайн-опрос школьников, насколько, какие темы им было бы интересно, соответственно, узнать и так далее, да, поэтому, соответственно, вот как бы вот уже на начальном этапе, когда мы выбираем даже темы занятий, мы уже исходим от наших, скажем, школьников, к которым мы дальше пойдем, да, то есть именно рассматриваем вот эти интересные темы. Ну, тут здесь просто некоторые темы только, но у нас очень разнообразные, соответственно, тематика, и за вот несколько лет уже у меня достаточно сложилась целая база вот таких вот занятий, целый банк, и поэтому даже вот эти занятия мы можем проводить в том плане, что мы можем его взять и, соответственно, с любым проектом, с любым занятием уже даже любой студент может идти, соответственно, подготовившись, естественно, школу. То есть вот плюс еще именно задача заключается, ну вот в смысле даже вот у меня, как, скажем, организатора этой проектной деятельности, да, именно чтобы также сформировать вот этот банк занятий. И вот если говорить о, скажем, аспектах подготовки к занятиям, все-таки мы стараемся действительно, то есть это изначально студентов готовим к этому, что они должны учитывать все особенности, связанные с объектом правового просвещения. То есть я им сразу говорю, куда вы идете, для кого вы, соответственно, это у вас будет кто? Первоклашки, 11 класс, 8 класс, например, да, то есть, или, соответственно, у нас есть проекты, где могут, соответственно, участвовать и старшие, то есть студенты других факультетов, например, университета, или даже взрослое население, и даже с пожилыми мы проводили вот такие занятия. Соответственно, обязательно мы стараемся использовать такие вот современные, скажем, цифровые технологии, учим вот использовать гаджеты, цифровые ресурсы,
именно для того, чтобы они для проведения вот этих занятий по интерактивным играм. Ну и обязательно также наличие этапа рефлексии, когда, соответственно, рефлексия проходит сам ученик, например, сами дети, которые участвуют в этих занятиях, а потом мы рефлексию проводим непосредственно со студентами также. Да, вот, соответственно, стараемся использовать. И, соответственно, вот некоторые мысли, соответственно, некоторая обратная связь о том, насколько, что было полезно после выступления с такими проектами, вот, соответственно, смотрите, то есть в целом также студенты, например, выделяют формирование коммуникативных навыков, соответственно, получение нового опыта, получение, развитие навыков работы с информацией и так далее. Да? Поэтому, ну, это только вот часть, то есть всегда мы собираем вот такую обратную связь. И вообще хотелось бы, конечно же, да, провести какое-то вот исследование, связанное с эффективностью профориентационной работы и вот именно с участием студентов. Конечно же, лучше, чем, вот, скажем, по принципу, когда рассказывают о тебе, соответственно, о каких-то насыщенных проблемах твои сверстники, наверное, на сегодняшний день лучшего формата нет. Потому что действительно, когда вот именно сверстник сверстнику, а студенты – это почти сверстники нашим школьникам, поэтому, естественно, эффект достаточно хороший. Да? То есть, ну вот, хотелось бы, конечно, еще с научной точки зрения еще это, скажем, подытожить, изучать, но я думаю, что какую-то такую работу мы тоже сделаем. Ну и, конечно же, с точки зрения профориентации, естественно, это опыт говорит о том, что, да, то есть когда вот ученики, бывшие ученики этой школы приходят в эту же школу, возвращаются в другом статусе, поэтому, соответственно, их воспринимается лучше, и это хороший способ как раз на проведение профориентационной работы. Ну вот, наверное, пока у меня все, Елена Витальевна, если что, продолжите? Да. Уважаемые участники конференции, мы сегодня еще хотели бы затронуть очень важный для нас аспект. Это аспект взаимодействия с Национальной библиотекой Чувашской Республики, библиотечной системой города Чебоксары, Новочебоксарска в сфере правового воспитания, правового просвещения и формирования практических навыков у наших обучающихся. Нами реализованы очень интересные и на наш взгляд, и на взгляд участников этих проектов, мероприятий и конкурсы. На слайде представлены только некоторые из них, и мы очень надеемся, что все эти проекты мы продолжим, и проект «Юридический театр», «Юридический баттл» состоялся у нас на прошлой неделе. Очень интересный формат проведения мероприятия. Все эти мероприятия, уважаемые участники конференции, конечно, дают студентам тот опыт, который необходим им и в плане коммуникаций, и в плане развития практических навыков. Для школьников это уникальная атмосфера и территория общения и со своими сверстниками, студентами, и с профессионалами. Это то, что, на мой взгляд, позволит им сделать правильный выбор в жизни в дальнейшем, не только профессиональный, но и выбор как человека и гражданина. Я хотела бы еще раз поблагодарить Национальную библиотеку за участие и совместную реализацию многих-многих проектов. Мы надеемся на продолжение этого сотрудничества, уверены в его успехе и, безусловно, хотим сотрудничать со всеми участниками сегодняшней конференции, побольше узнать об их опыте проведения мероприятий в сфере правового просвещения, ну и, конечно, поделиться своим. Благодарим всех за внимание, готовы ответить на вопросы. Большое спасибо, Елена Витальевна, Надежда Владиславовна. Действительно, партнерство с юридическим факультетом
придало нашей деятельности библиотечный научный акцент, педагогический акцент, профессиональный акцент и получило новое развитие. Мы тоже вам чрезвычайно благодарны и, конечно, продолжим наше сотрудничество. Большое вам спасибо. А мы продолжаем. И я передаю слово нашей коллеге из Ибресинского района Чувашской Республики. Недавно они открыли библиотеку нового поколения. И еще подчеркну, что заведующий информационным центром, который исполняет функции также правового центра, Елена Геннадьевна Иванова, в этом году получила гран-при, первое место в республиканском конкурсе профессионального мастерства 2021 года, но выступит Емельянова Ольга Ивановна, заведующая отделом обслуживания, поскольку Лена немного нездорова. Итак, роль сельских библиотек в цифровом развитии сельских территорий. Просим слова. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, тема моего доклада – роль сельских библиотек в цифровом развитии территории. Сегодня сельская библиотека является центром общественной и культурной жизни местного сообщества. Благодаря модернизации библиотечных учреждений в рамках национального проекта «Культура» библиотечные учреждения превратились в пространство свободного доступа к фонду, электронным ресурсам, цифровым ресурсам ведущих библиотек. И 29 октября в поселке Ибресия открылась центральная библиотека нового типа, которая... Так, у меня слайды надо двигать. Которая стала 6-й в Чувашской республике. До конца 2021 года в Чувашии обновятся еще 5 библиотек. И всего в 2021 году откроются 305 модельных библиотек в 79 регионах страны. Библиотека в процессе модернизации приобрела свой уникальный стиль. Здесь появились различные зоны: центр чтения, молодежная площадка «Олимп», зона отдыха «Кофе плюс журналы», краеведческий зал, информационный зал, центр семейного чтения, уголок природы и экологика, медиатека, лаунж-зона, коворкинг-зона, игровая студия. Можно ли было представить себе такое 20 лет назад? Тихо, как в библиотеке, это речевой штамп многолетней давности. Сейчас в библиотеке не за тишину, а за то, чтобы в них было интересно каждому, в уютной обстановке встретиться с друзьями, отдохнуть, пообщаться, воспользоваться услугами библиотеки. Модельная библиотека только что открылась, но в ее работе уже появилось много нового и интересного. Это занятие по робототехнике. Начал функционировать волонтерский центр имени летчика-истребителя Героя Советского Союза Алексея Моресьева. Внедрились новые услуги, такие как печать фотографий, сканирование и ксерокопирование на принтерах с беспроводным подключением, услуги Wi-Fi, ламинирование и брошюрирование материалов. Используя специальные очки, школьники участвуют в просмотре анаглифных фильмов на большой интерактивной панели. Досуг молодежи украшают шлемы виртуальной реальности. Появилась такая услуга, как предложение пользователям кофе или чая. В ЦБС Ибресинского района входят 22 сельские библиотеки. Детская и центральная библиотеки. Все они компьютеризированы, имеют выход в интернет. Во всех библиотеках созданы пользовательские места для читателей, работает школа компьютерной и финансовой грамотности. И центральная библиотека – единственная публичная общедоступная муниципальная библиотека, обслуживающая население в поселке Ибреси, которое в настоящее время составляет более 9 тысяч человек. Библиотека имеет общую локальную сеть, которая состоит из 20 компьютеров и обеспечивает доступ к библиотечным базам данных и к полнотекстовым материалам, имеющимся в библиотеке. В распоряжении пользователей предоставлено 7 автоматизированных рабочих мест с выходом в интернет по оптоволоконному кабелю с доступом к электронным ресурсам библиотеки, к информационным ресурсам, таким как НЭП, Палпред, Лань, справочно-поисковая система «Консультант Плюс». Первые шаги на пути к цифровизации Центральная библиотека уже совершила. Формируются электронные базы данных, создаются виртуальные выставки. В библиотеке используется для выдачи литературы модуль книговыдачи АБИС ИРБИС-64. Данный процесс автоматизации только начался, но надеемся, что он заметно облегчит труд сотрудников, избавит от поиска бумажных формуляров, рукописной записи книг, получения личной подписи читателей. Электронные ресурсы библиотеки включают электронный каталог фонда,
библиотеки, на сегодняшний день более 40 тысяч записей. Краеведческие базы Брестинского района содержат библиографические описания статей из местной газеты «За победу». Это около 6,5 тысяч записей. Базы данных документов органов местного самоуправления содержат полнотекстовые материалы официальных документов органов местного самоуправления Брестинского района, 650 записей. Собственная электронная коллекция, СПС «Консультант Плюс» и доступные ресурсы сети интернет. В библиотеке также действуют онлайн-проекты Литрес библиотека, НЭП, которые предполагают после авторизации на портал бесплатно пользоваться электронными изданиями. Среди главных задач современной библиотеки оказание информационной, просветительской и социально-правовой поддержки населению. С этой целью в библиотеках созданы соответствующие структурные подразделения, в которых обеспечены условия для свободного и полного удовлетворения запросов граждан на основе фондов и электронных ресурсов. В Центральной библиотеке это информационный зал. С получением статуса модельной в информационном зале обновлен весь компьютерный парк, оснащенный презентационной и копировально-множительной техникой. Особенное внимание уделяется программе «Доступная среда» для маломобильных пользователей. Для людей с ограниченными возможностями здоровья приобретены специальные средства: тифло-флешплеер для слабослышащих, аудиоплееры для прослушивания книг, настольные лупы с подсветкой для чтения и письма и прочее. Современные сельские библиотеки, обладающие массивом информационно-правовых ресурсов, большая часть которых представлена в цифровом формате, способны не только удовлетворять информационные запросы пользователей, содействовать правовому просвещению, но и активизировать цифровое развитие поселения. Веб-сайты Брестинской библиотеки – главный элемент цифровой среды, ее постоянно обновляемый информационный ресурс. Он востребован нашими пользователями. На нем можно найти информацию о современном состоянии и истории библиотеки, режиме работы, просмотреть ее электронный каталог, познакомиться с новинками книг, собственными электронными изданиями и другими информационными продуктами библиотеки. Здесь выделена правовая рубрика «Центр доступа к правовой информации», где есть раздел «Правовые ресурсы в сети интернет». Средняя посещаемость сайта ЦБС более 8 тысяч в месяц. И главная наша задача – сделать так, чтобы наши пользователи оставались с нами и обращались к нашему ресурсу снова и снова. Уже стало привычным введение информационного и справочно-библиографического обслуживания на основе справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» и других авторитетных интернет-порталов и сайтов. Пользователи оценили быстрый и точный поиск документов, возможности комплексного анализа правовой ситуации, формирования иск, жалоб и других форм правовых, кадровых и бухгалтерских документов. Например, для депутата Брестинского городского поселения были сформированы подборки на темы «Все по программе переселения из аварийного и ветхого жилья», «Льготы и пособия малоимущим семьям в 2021 году». Библиотекари сельских филиалов по электронной почте регулярно получают информационные и тематические дайджесты, к примеру, какие возможности для развития библиотек открывает пандемия, как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19. Многие сельские жители стали постоянными пользователями единого портала государственных муниципальных услуг, используют возможности обращения в органы власти виртуальных приемных. На базе сельских библиотек открыты окна МФЦ, которые оказывают населению востребованные услуги. Сегодня библиотекари активно используют социальные сети с информационной и просветительской целями. Все библиотеки ЦБС имеют по несколько социальных групп в Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассниках. В качестве инновационного направления информационной работы выступает реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах. Материалы данной тематики собираются на выставке досье «Инициативное бюджетирование. Решаем вместе». Здесь представлены нормативно-правовые акты, комментарии, сопутствующие публикации, а также лучшие проекты. Буклеты инициативных практик, поддержанных в Брестинском районе, снабжены QR-кодами, при сканировании которых с помощью смартфонов становится доступной полная информация о проекте. Описание, бизнес-план, публикации в СМИ, графика и фотографии. Согласитесь, что это очень удобно. На сайте ЦБС размещена виртуальная выставка «Инициативное бюджетирование. Вопрос-ответ». Процесс цифровизации заметно изменил технологию избирательного распространения информации. Сегодня ИРИ – востребованная услуга, которая обеспечивает непрерывность в информировании пользователей
о выходе в свет актуальных публикаций, экономит время специалистов в поиске нужной информации. И главным подспорьем являются актуальные материалы Национальной библиотеки Чувашской Республики, подготовленные в рамках проекта «Инициативное информирование». Это самозанятость, здоровый образ жизни, Чувашия туристическая, цифровая экономика, портал госуслуг как комплекс онлайн-услуг по сферам жизни, формирование комфортной городской среды. Центральная библиотека рассылает материалы по актуальным темам по каналам электронной связи в администрацию Ибресинского района, администрацию Ибресинского городского поселения, сельские поселения. Адресатами получения рассылок являются 2 средние общеобразовательные школы, школа-интернат, редакция газеты «За победу», Центр занятости населения, депутаты, предприниматели. Считаем, что такая информационная поддержка содействует решению многих проблем села. Цифровому развитию сельского поселения способствует целевая программа «Ключ к успеху» по обучению финансовой грамотности. В текущем году состоялись единые дни финансовой грамотности на темы планирования и управления личными финансами, финансовой безопасности, финансовый практикум на тему «Береги себя и свои деньги». Важно, что эти занятия формируют не только элементарные знания, но и уверенность при совершении электронных платежей и покупок, активизируют использование банковских карт и современных гаджетов. Мы гордимся, что наши пользователи, пройдя курсы компьютерной и финансовой грамотности, стали победителями на республиканском и российских чемпионатах по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Некоторые формы и методы культурно-просветительской работы перешли в виртуальное пространство, различные общероссийские республиканские акции, правовой этнографические диктанты, диктант Победы и другие интернет-викторины и тесты. Известно, что при всех положительных качествах цифровизации жизнедеятельности присутствуют и негативные. Киберпреступления разного рода, от мошенничества до буллинга и склонения к суициду. И в связи с этим в библиотеках организуются профилактические беседы и встречи. К примеру, капитан полиции рассказал читателям об опасностях в сети, напомнил о правилах защиты личных аккаунтов, напомнил об ответственности за сетевые правонарушения. В Чувашии сельским жителям доступны современные технологии коммуникации, электронные каталоги и коллекции, привлекательное эргономическое библиотечное пространство, профессиональное библиотечно-библиографическое обслуживание, разнообразная культурная и просветительская программа, содействующая адаптации граждан цифровой цивилизации. И наши библиотекари поставили перед собой задачу повышения качества библиотечных услуг, внедрения эффективных форм работы, координации деятельности с органами местного самоуправления, постоянного повышения квалификации библиотечных специалистов. У меня все на этом. Спасибо. Спасибо, Ольга Ивановна. Мы поздравляем вашу библиотеку, ваших читателей с открытием такой прекрасной библиотеки, современной, интересной, яркой. Там, наверное, столько неизведанного сейчас для читателей. Да, спасибо. Спасибо большое. Мы очень рады за Ибресе, за вас, за всю ЦБС. Большое вам спасибо. Желаем вам продолжать. Сейчас у вас работы прибавится. Да, Вот. да. Елене Геннадьевне пожелаем скорее выздороветь. Вот. Всем вам доброго здоровья и большое спасибо. Спасибо. Следующее сообщение сделаю я. И оно, вот, слушая предыдущие выступления, согласуется с выступлениями, в частности, Елены Витальевны и Надежды Владиславовны. И я даже себе выписала несколько таких положений, на которых нам, библиотекарям, нужно сосредоточиться, тоже принять во внимание. Итак, адаптационные проекты социально-правовой тематики в практике Национальной библиотеки Чувашской Республики. Такая форма работы появилась у нас с некоторых пор. Вообще, термин «адаптация» произошел от латинского «адапта» – «приспособляю» и означает приспособление организма к условиям внешней среды. Среди разновидностей адаптации присутствуют социальная, социально-психологическая, профессиональная и другие. Безусловно, в современном, стремительно меняющемся, а в последние годы, можно говорить, непредсказуемом мире нам всем приходится адаптироваться, хотим мы этого или не хотим.
получать новые знания, осваивать новые навыки, привыкать к новым технологиям, к новым требованиям, актуально ограничениям и так далее и тому подобное. Шире взглянув на проблему, можно дифференцировать проблему адаптации в соответствии с возрастом, социальным положением, профессией, национальными и другими характеристиками. Предпосылкой организации адаптационных циклов еще в 2014 году было желание предложить что-то новое, полезное, интересное нашим пользователям, а это были преимущественно студенты и пенсионеры. Мониторинг мнений и предложений, анализ актуальной ситуации помог нам определиться с тематикой, формой, методами работы, партнерами. Как содействовать адаптации? Через общение, моделирование ситуации, театрализацию, а также через немножко игры, немного юмора и, конечно, знания. Таким образом, был разработан просветительский цикл «Школа финансовой грамотности», сначала для студентов техникума. В качестве основного спикера был приглашен финансовый консультант страховой компании. Каждое из 7 еженедельных занятий содержало не только сообщения по теме, но и набор практических и интерактивных приемов. Данный проект получил свое развитие, когда в качестве аудитории мы определили граждан пенсионного, пожилого возраста, а в качестве социального партнера отделение Сбербанка. Соответственно, была скорректирована программа, где параллельно с целью повышения финансовой грамотности оказывалось содействие социально-психологической адаптации граждан серебряного возраста к новым финансовым технологиям и инструментам, в частности, использованию платежных терминалов, онлайн и мобильного банкинга, формированию навыков личного финансового планирования и адекватного поведения в период инфляции, либо в провокационной ситуации. Предпринятый курс составил 10 занимательных уроков практического характера, которых в совокупности у нас было 5 эпизодов, так называемых сезонов, освоило около 100 человек, мужчин и женщин в возрасте от 56 до 81 года. Мы заметили, что в ходе обучения эти люди знакомятся между собой, находят себе собеседников, единомышленников, друзей, начинают чаще и активнее посещать библиотеку, и это тоже способствует адаптации. Следующим проектом для старшего поколения стал просветительский цикл «Школа правовой культуры 50+», построенный по аналогии с предыдущим курсом. Поддержку ему оказали представители юридической общественности. Тематические занятия в формате занимательных лекций включали моделирование ситуаций, дискуссии, практикумы разного порядка, например, составление иска, жалобы, заявления, а также тесты. В настоящее время мы реализуем проект «Школа налоговой культуры» при поддержке Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской республике и Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации. Данные проекты показали, что эффективность обучения повышает групповая форма занятий, когда в общем обсуждении правового вопроса или ситуации приходит верное понимание, выводится грамотное решение, крепнет уверенность в себе. Эффективность проектов отмечают и педагоги, и партнеры-консультанты, и сами слушатели. В 2020-2021 годах нами был реализован курс судебного красноречия «Право на голос» для будущих юристов. Программу составили мастер-классы по технике речи, актерскому мастерству, адвокатской риторике, практикумы и тренинги-интенсивы, а также диалоги о профессии и истории успеха. К проекту были привлечены кинорежиссер, адвокат, а также преподаватели юридического факультета Чувашского государственного университета. Проект «Право на голос» получился интересным по своему содержанию, эффективным для укрепления профессионального выбора, полезным для поиска ориентиров в профессии, важным для упрочения лучших принципов юстиции. Отправной точкой проекта «Юридические встречи» в библиотеке стала виртуальная и книжная выставка «Выдающиеся юристы Чувашии». Здесь через биографии и труды юристов открываются интереснейшие страницы истории Чувашии и становления и развития юстиции в республике. Будущие и начинающие юристы найдут для себя профессиональные и личные ориентиры в персоналиях, жизненных принципах и человеческих качествах этих людей, образовательного и карьерного роста.
Цикл встреч с юристами адресован старшим школьникам и студентам, изучающим право. В программу включены, кроме непосредственного выступления и диалога, конкурсы на самый интересный вопрос, на самого внимательного участника, а также обзоры изданий и публикации по теме. Живой пример пути в профессию, без сомнения, содействует выбору жизненного пути, а вместе с ним повышает стимул к профессиональному образованию и развитию необходимых личностных качеств. Для дошкольников и младших школьников ежегодно организуются занимательные программы школы безопасности. Поддержку этому проекту оказывают специалисты МЧС России по Чувашской Республике, отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, Управление ГИБДД по Чувашской Республике, профессиональная поддержка партнеров и интерес к адаптационным проектам позволил нам двигаться дальше, обратившись к социально значимым проблемным вопросам. Разработаны и ждут своей реализации адаптационные проекты «Простые сложности» для иностранных студентов и Z-право для подростков и молодежи. Освоиться и найти товарищей, знать, как себя повести при возникновении нестандартной ситуации, в том числе правового характера, задачи, которые решают юноши и девушки, прибывшие на учебу в нашу республику из Сирии, Марокко, Ирака, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана и других государств. Эти и другие простые сложности мы предлагаем обсудить в ходе мероприятий, нацеленных на правовое просвещение, содействие психологической адаптации, приобретению социально-интеграционного стандарта. По проекту запланированы факт-сессия, коллективные диалоги, открытый урок мира, этнографическая мастерская, история успеха, творческие выступления и праздники. Кроме специалистов, предполагается активное участие лидеров молодежных движений. На социальную адаптацию поколения Z – это люди, родившиеся с 1997 по 2012 год, а Z – это синоним термина «цифровой человек», направлена интерактивная программа, в которой будут интегрированы две области – право и медицина. Соответственно, на этот курс мы пригласили студентов-юристов и студентов-медиков. Акцент сделан на возможных житейских ситуациях, связанных с риском для здоровья и правовой ответственностью. На экране вы видите программу этого цикла, и я думаю, что вы согласитесь с нами, что хотя темы достаточно смелые, но действительно острые и актуальные для молодежной среды. В качестве форм и методов мы намерены использовать популярные в молодежной среде стендапы и батлы, апробировать новые в нашей практике творческие провокации и плейбеки, а также рефлексию «новое хорошее», аптечку самопомощи и другие приемы. Спикерами, экспертами готовы выступить врач-нарколог, психолог, молодежный лидер, блогер, полицейский, спортсмен, актер. Адаптационные программы Публичного центра правовой информации помогают большим и маленьким адаптироваться в непрерывно меняющемся социально-техническом пространстве. Уверены, интеллектуальное и творческое взаимодействие, мониторинг интересов и потребностей сообщества, изучение трендов современной цивилизации позволят библиотекам соответствовать и быть полезными окружающему социуму. Большое спасибо. И я передаю слово следующему участнику, моей коллеге, нашей коллеге, заведующей отделом комплексного информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки Марии Геннадьевне Шубниковой. Но прежде скажу, что проект Национальной библиотеки «Цифровая среда творчества и карьера» стал победителем конкурса на присуждение грантов главы в Чувашской Республике в номинации «Культура в новом формате». Проекты, посвященные Году науки и технологий. Выступление Марии Геннадьевны звучит как «Цифровая среда в библиотеке. Творчество и карьера». Сразу хотелось бы сказать, что мое выступление, оно будет скорее опережающим. Не говорите о том, что уже сделано, о том опыте богатом, который, например, представила и Нина Владимировна. Я скорее расскажу о тех возможностях, которые помогают нам соответствовать времени и представлять и находить те альтернативные решения, которые заявлены в теме нашей конференции. Да, действительно, цифровая среда, творчество и карьера.
Именно так называется проект, который реализует сейчас, вот сейчас Национальная библиотека Чувашской Республики. И проект этот направлен на решение вопросов модернизации и успешной деятельности муниципальных библиотек как Чувашии, так и Приволжского федерального округа. Целью этого проекта – это повышение эффективности библиотечного обслуживания в условиях цифровой трансформации общества. В чем заключается вообще идея проекта? Дело в том, что Национальной библиотеке инициирован межрегиональный конкурс, который называется точно так же, как и проект «Цифровая среда, творчество и карьера». И на этот конкурс поступила 21 заявка. От муниципальных библиотек Чувашской Республики 9 заявок, от библиотек Самарской и Ульяновской областей, Республики Татарстан и Удмуртия 12 заявок. Жюри конкурса отобрало лучшие 6 работ, которые будут представлены на выставочной площадке библиотеки. Крупным, самым знаковым мероприятием проекта «Цифровая среда, творчество и карьера» будет выставка, экспозиция, которая будет одновременно и экспозицией, и конкурсом, и профессиональное библиотечное сообщество, молодежь Чувашской Республики и из регионов ПФО согласились к нам приехать. 30 ноября собираются в библиотеке, чтобы поделиться эффективными практиками использования цифровых технологий в библиотечном обслуживании. То есть мы попросили муниципальные библиотеки рассказать и модернизированные, и еще те, которые только готовятся стать модернизированными библиотеками, о том, как они собираются работать по-новому, какие результаты уже есть, и именно на этой экспозиции будут представлены их результаты. Будет обсуждение, будет проектная сессия, которая называется «Цифровая среда в культуре», и именно на ней участники из числа библиотекарей и молодежи, разделившись на команды, презентуют идеи цифрового развития библиотек в рамках представленных проектов и поборются за дипломы и ценные призы в номинации «Лучшая практика внедрения цифровых технологий в обслуживании пользователей». Победители будут выбраны путем голосования участников и экспертов. Почему мы решили рассказать об этом проекте? Потому что в рамках тех заявок, которые были представлены и на экспозицию, в рамках проекта, есть проекты, которые связаны и могут быть использованы в правовом просвещении на современном этапе. Прежде всего, город Канаш Чувашской Республики представил очень интересный проект, который называется «IT-волонтер культуры», где в этом проекте представлена работа и сотрудничество с Центром цифрового образования IT-Куб город Канаш, где будущие IT-специалисты разрабатывают приложения для мобильных устройств и работают с различными онлайн-платформами и знают, как их применять для различных задач цифровизации. 30 ноября мы изучим опыт работы Канашской библиотеки города Канаша, о том, как они работают с IT-волонтерами. Я думаю, что это тоже одно из альтернативных решений задач правового просвещения граждан. Представлен на проектный конкурс проект «Электронный гражданин Маргаушского района». Мультикомпонентный универсальный инструмент для повышения компьютерной, информационной, я уверена, правовой грамотности и культуры населения Маргаушского района. Также интересным с нашей точки зрения программы нашей конференции и школа молодого журналиста. Это проект Марийского государственного университета и Новотарьяльской центральной библиотеки Республики Марий-Эл. Вот такие вот интересные проекты, мы их увидим, нам их представят и молодежь 30 ноября в Национальной библиотеке Чувашской Республики, их обсудят, и мы их увидим, обсудим и будем применять и научимся этому опыту. Но надо сказать, что этот проект мы решили представить, более того, включиться во всероссийскую библиотечную акцию «Молодежная неделя цифровых технологий», которая пройдет с 26 ноября по 2 декабря, и организатором является Российская государственная библиотека для детей и молодежи.
уникальный проект, который собирает опыт коммуникации и сотрудничества лидеров IT-индустрии и библиотек страны и многочисленной читательской аудитории до 35 лет. И в рамках этой акции всероссийское объявлен конкурс на лучшее библиотечное мероприятие популяризации науки и технологий и цифровому просвещению. И вот проект «Цифровая среда, творчество и карьера» будет представлен на этом конкурсе тоже. Поэтому как альтернативное решение мы можем предложить именно цифровизацию правового просвещения, рассмотрим лучшие практики и, надеюсь, будем в тренде именно вместе с этими трендами цифровизации. Спасибо за внимание. Закончила. Большое спасибо, Мария Геннадьевна. Мне кажется, многие нашли интересным это предложение, эту информацию и воспользуются. Ну, а мы исчерпали нашу программу, уложились во времени, что очень хорошо. Я выражаю всем большую благодарность лично и от всего нашего коллектива организаторов этой конференции. Желаю вам всего самого доброго и прекрасного. Всем большое спасибо. До новых встреч. До свидания.